Привет, народ! Я рад сообщить, что Wi-Fi восстановили. Надеюсь, не уйдет. Ну, сегодня 19-е. Я очень рад, что будет завтрашний день. Наконец обретут хозяева этих двух красавцев, которые ждут уже давным-давно. На данный момент участников 49. Не больше, не меньше, но 49. Так что у вас есть шансик довольно большой. И заранее благодарен. Несколько участников отказались от участия. Здорово. Просто, как говорится, спонсирует проект. Проект наш вон в том опушке в лесу. Вот. Будет строиться. И позавчера ко мне пришел один звоночек. Давний клиент. Надо сказать, очень давний. И официально говорит, да, потерял контакты и так далее, и так далее. Но, слава богу, нашел. И еще к тому времени канала не было. И увидел, как канал построен, увидел, какие дела делаем, батарею и так далее. И очень обрадовался. И говорит, давай переходи на новый уровень. И эти слова мне, да, и я до них пор тоже думаю об этом. И буквально в эти сутки думаю, не спал. Даже говорит, переходи на новый уровень, делай Дамаск и сразу переходи на Булат, говорит. После этого позвонил мой коллега, всеми известный чемпион республики, мой друг, наставник, надо сказать, должен заметить, мой учитель, пророк металлургии, пророк термички. Не буду слишком много хвалить. Зовут его Артем, фамилия Ханчаев. Вот, и он то же самое предложил. Давай, ребята уже варят, приступай к этой теме. Ну, ребята, обеим я скажу, что эта тема все равно поднимется, все равно эта тема будет. Но если кузнец не остановился в одной стали, а если он хороший кузнец, то он не должен останавливаться в одной стали. И должен идти вперед, новым вершинам. Я вот то же самое читаю, изучаю пока. Но это впереди. Вон там здание будет. Внутри его будет 6×6 кузня. Специально там и буду, как говорится, колдовать. Так что процесс пойдет. Лед тронется. Куда денется. Первую снегу хотелось бы зайти. Вот. Хотелось бы. Так, что-то тут написано. Пропустил. Ролик. Так. Ну что, как заточить, Как известно, каждый нож, каждый мастер
делает заточку своего ножа под своим углом. То есть это наиболее подходящая, это наиболее универсальная и, еще раз можно сказать, наиболее выгодно в отношении трений, в отношении режущих качеств и так далее. Каждый кузнец по-разному. Данный кузнец, который типа сидит перед вами, показывает ножик Elmax. И у многих моих подписчиков, клиентов, надо сказать, большинство есть Elmax. Сталь порошковая, должен сказать, тупится медленно, но и, соответственно, точить его тоже надо долго и качественно. Подручным средством можно точить все что угодно, но вот тут появляются некоторые нюансы. Я когда-то показывал на ролике, тоже в прямом эфире вроде было. Но, грубо говоря, наглядно покажу. Вот режущая кромка, то есть лезвие. Вот угол, здесь дол или здесь дол. Но если у нас будет правша, то дол будет здесь. Вот. И тут маленьким слоем находится тонким слоем режущая кромка. Так называемое лезвие ножа. Вот. Его надо под градусом. Соответственно, не будете точить вот так. Не будете точить вот так. Правильно? С этой стороны дол. С этой стороны дол. Там, где тыльная сторона. Вот дол, нож правша. Вот тыльная сторона, прямой спуск. Вот. Вот эта тыльная сторона, вот здесь дол. С этой стороны точим под градусом и вниз, и вверх, без разницы. Без разницы. Почему? Некоторые говорят, наоборот, когда точите, чтоб вперед был. Некоторые говорят, что вниз давили. Но многие сейчас, не секрет, пользуются станками. Заточные станки. Специально продаются на Алиэкспресс, например, 800 рублей. Вот. Принцип тоже, но что-то болтается, что-то коряво. Но можно там тащить 100 раз. Это предостаточно. Вот. Можете обзавестись таким станком маленьким. То есть у нее ручка, ножик так лежит, вот так. И на ручке есть заточный держак заточного камня. Это может быть камень, это может быть алмазный надфиль. Разница между ними есть. Вот, например, алмазка. Вот грит с цифрами написано. 120 это самое грубое. Ну, есть там 60, 80, 120 это нормально. Так, берете камень или алмазный надфиль. Вот. И с его помощью начинаете точить. Руками. Показываю. Такая футболка. Вот. Там, где угол, желательно смотрите. Не надо так, и не будет так. Смотрите и точите. Не так. Можно сначала и так. Можно вот так.
желательно использовать весь камень. Не на одном месте, а всю. Тогда очищаешься. А если у вас водный камень, тогда оно должно быть всегда лежать на воде. Вот то же самое. И тут появляется, грубо говоря, грязь. Его обмываете и дальше приступаете. Раз, два, три, четыре, пять. С этой стороны поправляете не на 0, тоже чуть под углом. Вот так. Один раз. И так делаете несколько раз. Какой гриппинг? Посоветую 600, потом 800, 1000 финишные. Можете до 6000. После этого ножик должен не шуршать, где-нибудь не царапаться, никаких там резких такого не должно. Просто он должен гулять. Двумя пальцами можно. То есть он не должен сопротивление находить. Еще один метод, где что как скользит, там где маленькие осколы и так далее, как убрать. Если у вас зрение такое не классное, можете на ногти большого пальца прикладывать ножик. Вот так. Он не порежет любой ножик. Это довольно-таки крепкое, как у всех. И подводите. Вот так. Тут остается след. И во время скольжения уже чувствуете, где есть, где нет. Где есть, где нет. Если есть, в каком районе, повторяйте на этом районе. Все. После этого можете еще один способ подправить. Можете просто берете кожу. Кожа. Где у нас кожа? Вот кожа, доска, приклеиваете. Можете на солдатский ремень и поправляете. Тут уже без градуса. Просто очищаете то, что осталось после заточки. Маленькие примеси, маленькие такие железки и так далее. Их убирает кожа отлично. После кожи можете вот так, можете вот так. Желательно использовать всю лезвию. Очистили вот так. Все. После этого ножик будет, если правильно заточили, и не надо тут спешить, это займет минут 15 максимум. Один ножик, повторюсь, максимум. Поправили, кожей обделили, все, гуляет. Если хотите, смотрите там внизу, там где бумажку А4 разделяют, там где печатная, только кончиком не так, а просто прямо как стружка бумаги. То есть А4 разделяю на двое. Было такое. Вот до такого состояния можете точить. Все. Если вы точите свой нож, а это нож ваш, если вы точите свой нож, вы уже будете чувствовать его по-настоящему, действительно. И самое главное, вы будете его беречь. Это немаловажно. Если хозяин за такую сумму немаленькую приобрел и ногами не таптает, как говорится, а бережет как следует, ухаживает за ним и так далее, то этот предмет на века внукам пойдет. Даже они будут присутствовать в этом,
Если вы живете на квартире, отцовская комната есть, столик, станочек маленький. Пацан прибегает: папа, что делаешь? Нож точу. А у него воспоминания останутся: мой батя точил сам нож. Вот и пойдет. Вот так надо, вот так надо. Ну, уже смотрит человек, хоть и маленький, уже соображает. Папа был таким, папа сделал вот так, папа делал так. Он и будет повторять. Так, Москву, что там? Вряд ли. Ну, посмотрим. Ну, боюсь, что не успею. Можно успеть, но пока ничего обещать не могу. Стройка века. Если там только в один конец придется выложить там 70 примерно, то это немалые деньги. За эти 70 тысяч я могу теплотрассу себе подтянуть вон оттуда. Ну вот, в прошлой выставке на Клинке 4 ножа ушло, по-моему, если не ошибаюсь, за 4 дня. А, лукавлю, 6 ножей. Ага. Хотя перед входом на главный большой коридоре центральном стояли офигенным флагом, в национальных костюмах, встречали, ого-го, а там смотрим. Посмотрим. Там видно будет. Ну, по моим нынешним данным пока нет. Нет, ребята, пока. Время покажет. Пока ничего не могу сказать. Хотелось бы посетить новые города. Можно сказать, не мегаполисы. В маленьких городах выставки тоже проводятся. Вот. Ну, города-миллионники, да? Вот. И приглашают на выставку, и просто приглашают на охоту, приглашают посетить, приглашают отдыхать, курортные города и так далее. В общем, приглашений от всего мира немало, в основном из России. И 2 приглашения из Казахстана, лежит уже 4-й год. 4-й год хочу поехать. Но если буду гулять, кто будет строить? Это тоже важный вопрос, самый главный на данный момент. Ну вот сейчас денек-другой. 1, 2, 3 недели, ребята. Буквально 3 недели и сенокос. Если обратили внимание, тут работает 2 печки, термичка идет. И заказиков все. Все, ребята. На этих печах уже все заказы там. Я вчера заковал из РВЛ-ки, из Элмакса. Вот сегодня отправляю ножик. Жду открытия почты. Сейчас поеду. Решил, время есть. Ну вот, после этих термичек сейчас приду. Уже шлиповки и так далее. Рукоять на бычьих хвостах. Все практически, кроме одной. Все. Все уже. Так что охотно заказывайте, ребят. Если есть. Ну сейчас пойдет. Как человек пойдет на сенокос, но нынче погода обещает не сухую, не жаркую, не холодную, не ветреную. Короче, фигу. Дали 10 суток активного работы. Потом уже, извините, никто не знает. А то ни капли, по-моему, с мая месяца ни капли дождя. Тут пожары, там пожары. Душно. Хочется дождя, но нету его. Вот и она попрет там. Все.
Тогда уже сенокос затянется. За каждое солнышко, если выглянет часиков так 3, засохло, работу бросай, сюда давай. А батя у меня генерал, батин слово закон. Все, позвонит, все, придется бросить все, поехать там, поработать на сенокосе. У нас все руками. Да, покажу. Посниму. И у меня уже, ну я так поприкидывал, июльский лот будет тоже 20-го, 20:00. Но я так прикидывал, и если меня не будет долго на связи, то люди затеряются. Вот поэтому я завтра представлю уже первый нож. Решил уже. Буквально закончил. Осталось чуток. Вот. И уже первый нож покажу. Тоже будет 2 ножа. Июльский лот. На данный момент 49 участников всего. На 2 таких красавца. Но в июльском лоте, надеюсь, будет много. Много. Надеюсь. И очень сильно надеюсь. Вот. А пока у меня все. Надеюсь, с Wi-Fi ничего не случится. Если вопросов нет, попрошу меня извинить. Я удаляюсь.